Накануне весь мир отметил День Матери Земли. Дата напоминает о необходимости бережнее относиться к своей планете. В этот день вспоминают об экологических катастрофах, задумываются о том, что люди могут сделать для решения и профилактики таких проблем. А в будущем сохранение природы должно стать образом нашей жизни. Сюжет Юлии Великодной. Главное, чтобы зеленый образ жизни был не в тягость, говорит Анна Филиппова. Она пересмотрела свои взгляды на жизнь после общения с подругой, которая живет в Европе. Сегодня, после 8-летней привычки, в копилке у девушки множество лайфхаков. Когда вытираю стол, обязательно выключаю. Когда чищу зубы, обязательно выключаю воду. Даже у меня, может быть, это странный метод, я когда мою лапы собаки, я потом в этой же воде мою обувь. И совесть чиста, и платежка за жилищные услуги уменьшилась, признается Анна. Сохранение экологии весьма экономично. Даже кофейни делают скидку, если напиток на вынос взять в личном термосе вместо одноразового стакана. Ну вот, например, у меня есть такой мешочек для фруктов. Это мандарины я купила и для... Они многоразовые. Да, многоразовые, просто надо постирать. И еще я купила вот тут орешки. Ага, это вот мужу купила. Люди нормально реагируют, уже сейчас наоборот это движение стало популярным. Путь к экологичному образу жизни Айталины Петровой схож с Анной. Она задумалась о сохранении планеты после стажировки в Финляндии. Мнения девушек сходятся и в том, что сортировать мусор в домашних условиях бессмысленно. В реалиях Якутска, к сожалению, сейчас совсем мало кто занимается реальной сортировкой мусора. Есть люди, которые пытаются, но в итоге, конечно, этот мусор уходит потом куда-то, на общую свалку. Действительно, в Якутске сортировка мало развита, но все же есть несколько предприятий. В основном бумажные и пластиковые отходы сдают на переработку офисы, но компании не отказываются принимать сырье от населения. Наша компания, в общем-то, получается социальная деятельность, и мы пытаемся сохранить нашу природу для будущих поколений, так как пластик все-таки он его стало с каждым, можно сказать, поколением все больше и больше, и он уже просто загрязняет нашу природу. На сегодняшний день в Якутске нет заводов по переработке картона или пластмассы, но есть заготавливающие компании. Например, вот этот картон, он спрессованный и весит 750 килограммов. Эти брикеты отправят в Новосибирск или Хабаровск. Там из них изготовят мешки для мусора и новые коробки. 100 тонн, столько картона отгружается в месяц из Якутска. Также в столице региона по адресу Каландарашвили 7 принимают использованные батарейки. Акция стартовала месяц назад, но их количество уже впечатляет. За этот месяц мы уже собрали 315 штук, которые мы будем сдавать управляющей компании нашей. Эта акция у нас постоянная, мы будем собирать постоянно. Можете приходить, сдавать нам, пожалуйста. Экологичный образ жизни, чтобы это не было дань моде или ответственное отношение, главное как результат процветания планеты. Привычка формируется за 21 день. Так мало в количественном измерении и так много для благополучного процветания планеты и будущего детей. Юлия Великодная, Семен Семенов, Якутск.